Доброе утро, Якутия! На календаре 29 июня, сегодня четверг, в студии Ксения Еремеева. Продолжаем встречать утро вместе. В ближайший час мы интересно и, как всегда, бодро проведем здесь, на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. Спасаемся от жары по науке, что помогает организму охладиться, а что не работает. Узнаем у нашего гостя, врача Сыргланы Лихановой. 10 признаков того, что вы растите одаренного ребенка. Все родители уверены, что их дети уникальны. Как узнать при помощи тестов, что вы растите маленького гения, узнаете из нашего сюжета. Сходите в кино. Сегодня мы разыграем 2 билета на киносеанс. Внимательно следите за эфиром и выигрывайте поход в кино. Психологи советуют, утро надо начинать с приятных мыслей. Вообразим человека, который после пробуждения говорит себе: очередной ужасный день, сегодня меня опять все будет раздражать. Как он будет себя чувствовать в течение дня? Скорее всего, реагировать он будет именно так, как запланировал, с раздражением. Что же делать? Запланировать себе позитивные реакции. Придумайте то хорошее и важное, на что вы настроитесь сегодня. Просыпайтесь раньше обычного. Ранний подъем включайте в себя достаточно преимуществ. Утренние дела выполняются спокойно и уравновешенно. Процесс не превращается в беготню. Это дает возможность размеренно подготовить себя к работе и начать выполнять новые задачи раньше других, проведя первые часы после пробуждения без стресса и торопливости. Человек становится продуктивнее и в середине дня сохраняет положительный настрой. Улыбайтесь и думайте о хорошем. Чтобы правильно начинать день, постарайтесь улыбнуться сразу же, как проснетесь. Ученые подтверждают, что улыбка как при пробуждении, так и днем стимулирует выработку эндорфина, дофамина и серотонина, веществ, ответственных за хорошее настроение. Это способствует укреплению иммунной системы. Заправляйте кровать. Застелить постель – один из самых простых приемов в том, чтобы стать дисциплинированнее, ответственнее и продуктивнее. Вы создаете не только визуальный порядок в комнате, но и упорядочиваете себя внутри. Это простое и быстрое действие, говорящее о правильном начале дня. Вы уже выполнили одну задачу, и она оказалась легкой. Привычка заправлять кровать дает понять, насколько важны детали, как они могут становиться ключевыми звеньями в цепочке дел и прокладывать путь к большим проектам. Когда вы придете домой вечером и увидите аккуратно сложенную постель, то поймете, что верно поступили утром. Пейте теплую воду с лимоном. Выпейте стакан воды с соком целого или половины лимона после чистки зубов. Это полезно для здоровья. Лимонный сок очищает почки и печень, стимулирует их к эффективной работе. В лимоне много витамина С, одного из ключевых веществ, необходимых для сохранения крепкого иммунитета. Вода с лимоном стабилизирует кислотно-щелочной баланс в организме, препятствуя вымыванию полезных веществ из костей и тканей. Делайте зарядку. Утренняя зарядка расслабляет мышцы после сна. Да, они остаются напряженными после этого. Усиливает кровоснабжение тканей и внутренних органов. Используйте обычные упражнения, растяжки или простые позиции из йоги. Сеанс 10-15 минут приведет тело в порядок и настроит его на производительный день. Медитируйте. Начните день с утренней медитации в тишине. Она имеет несколько положительных эффектов. Нормализует эмоциональный фон, снижает стресс, повышает стрессоустойчивость, укрепляет иммунитет. Не обязательно достигать медитативного транса. Просто расслабьтесь, сосредоточьтесь и проведите в спокойном расположении духа несколько минут. Завтракайте здоровой пищей. Об этом говорили и скажут еще тысячи раз. Завтрак – главный прием пищи для человека, особенно для тех, кто старается жить эффективно. Полезный завтрак насыщает до середины дня, поддерживает концентрацию и дает энергию. Создавайте. Прежде чем поехать на работу, посмотрите новости, проверить почту или отправиться на собрание. Создайте. Пусть это будет пост в блоге, рисунок, вышивание, видео, фото или инфографика. Неважно. Главное не обязанности, а творчество, которое позволит правильно начинать день. Утренние привычки могут как построить рабочий день, так и разрушить его. Используйте эти советы, чтобы каждое утро начиналось с удовольствия от жизни и заботы о себе, а уже потом о работе.
И прямо сейчас информация от синоптиков. Узнаем, что сегодня нас ждет на улице. По данным гидрометцентра, в 6 часов утра в центральных районах Якутии температура воздуха была зафиксирована на отметке 21-23 градуса со знаком плюс. В заречной группе 19-20 выше 0. В южных районах 17-19, в Вилюйской группе 18-22 градуса тепла, в Нижнеленских плюс 20-23 градуса. В западных районах 13-19, в Колымо-Индигирской группе улусов 15-27 тепла, в Янских 18-22 со знаком плюс, на северо-западе 5-11. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 23 градуса выше 0, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер южный 1 метр в секунду. Сегодня днем небольшой кратковременный дождь, возможно гроза, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха составит 32 градуса тепла. Итак, в Якутию пришла жара. И какие базовые правила заботы о себе нужно соблюдать в эту пору, мы узнаем прямо сейчас. Сегодня у нас в гостях врач-методист отдела организации медицинской профилактики Республиканского центра медицинской профилактики Саргалана Лиханова. Саргалана, доброе утро, рада вас видеть сегодня. Вы сегодня для нас как лучик надежды. Мы узнаем сегодня, как же нам справиться с жарой, как не навредить здоровью, да, какие есть методы для того, чтобы как-то легче перенести эту знойную погоду. Вот скажите, а вообще какие могут быть проблемы со здоровьем в такую пору знойную? Конечно, вот такая вот повышенная температура на улице, она может негативно сказываться на здоровье, особенно на пожилых людей, на детях. Поэтому необходимо соблюдать ряд определенных мер профилактических. Они просты, но очень эффективны. Первое, конечно же, это необходимо ограничить посещение улицы, уменьшить физические нагрузки. Также необходимо, если все-таки решили выйти на улицу, то одевать более светлую одежду, натуральные тонкие ткани выбирать. Если же остались дома, то, соответственно, необходимо проветривать помещение. Можно использовать, рекомендуется использовать это вентиляторы. Сейчас в такую вот в жаркую погоду энергетическая потребность, она уменьшается, и поэтому рекомендуется также еще корректировать свое питание. Рекомендуется исключить жирную, жареную продукты питания и включить в рацион более низкокалорийную продукцию. Морепродукты можно, рыбу отварную. Ну и, конечно же, для профилактики обезвоживания нужно пить чистую воду. Рекомендуется, да, водичка, конечно. Самое главное. А также компоты, морсы. Жидкость, да. Саргалана, вот скажите, пожалуйста, есть такой момент, все-таки кондиционеры всегда работают в офисах, у кого-то дома, но ведь можно и нанести вред своему здоровью, да, как-то охладиться. Все-таки как быть в такой ситуации? Что лучше, вентилятор или кондиционер? Конечно же, кондиционеры, действительно, это правда, что при наличии кондиционера можно охладиться, переохладиться и нанести вред своему здоровью, потому что вот такой вот резкий перепад из жары с улицы заходить в помещение, это вредно для здоровья, потому что можно переохладиться, и разница температуры не должна превышать 6 градусов. Например, если на улице 30-33 градуса, то в помещении не должно быть ниже 26 градусов. Вот как. Да. Я заметила, что в некоторых организациях делают 19-20 градусов приблизительно с плюсом. Это, конечно же, может вызвать воспалительные заболевания верхних дыхательных путей. Поэтому важно выставлять правильный режим температурный режим, да, совершенно верно. И следить за фильтрами в первую очередь. Также очень важно следить за фильтрами, потому что они могут быть тоже источниками бактерий, если их не чистить. Да, и тоже нанести вред. А вот если не кондиционер и не вентилятор, какие-то еще есть, может быть, способы эффективные? Да, есть и способы охладить это, соответственно, можно также открывать форточки, проветривать помещение, и также еще можно использовать воздействие на так называемые точки активности.
Их можно смачивать влажным полотенцем. Это точки на запястье, на шее, на висках, там, где сосуды располагаются достаточно близко. И если прикладывать прохладные полотенце влажное, то, соответственно, можно охладить. Потому что все сигналы идут как раз вот в гипоталамус. Гипоталамус – это часть головного мозга, которая является как термостат и отвечает за регулировку температуры. И, соответственно, если охлаждать эти точки, то в гипоталамус, соответственно, пойдет информация, и организм охладится. Будет хорошо себя чувствовать. Да, совершенно верно. Саргалана, а вот многие любят кофе в течение дня, на работе, утром. А как кофе сочетается с жаркой погодой? И вообще, какие напитки предпочтительнее вот в эту пору? Ну, кофе, конечно, не рекомендуется, потому что кофе содержит кофеин, а кофеин, как вы знаете, всегда сужает сосуды, кровь, соответственно, застаивается, задерживается, нагревается, и вместе с ней весь организм тоже нагревается. Поэтому рекомендуется пить чистую воду, морсы, отвары из сухофруктов. Ну, вода, конечно же, тоже не стоит забывать, что если есть заболевание сердечно-сосудистой системы, если есть заболевание почек, то резко увеличивать объем жидкости тоже не рекомендуется, потому что могут возникнуть отеки. Так, а кофе ведь бодрит. Ведь получается, что летом этот метод не работает на организм? Да, кофе, к сожалению, оно повышает тонус сосудов, действительно, и рекомендуется уменьшить количество потребления кофе. Ну, говорят, зеленый чай очень хорошо помогает. Да, тоже, совершенно верно. Лучше пить кофе и чай в теплое, то есть в холодное время года, зимой, когда согреваться, холодно, да, согреваться, да. для согрева. Вот. А зеленый чай в жару как раз Да, таки хорошо. да, Как бы это верно. странно ни звучало, но это действительно помогает. Просто на себе пробовала неоднократно. Действительно, выпьешь чашечку зеленого чая, во-первых, вкусно, бодрит не меньше, чем кофе, и в то же время вот как-то оно легче переносится. Да, Саргалана, большое вам спасибо. Очень полезная информация, особенно вот про точки. Это очень хорошо. Я думаю, что наши телезрители взяли себе на заметку, и благодаря вашим советам как-то легче перенесут эту знойную пору в нашем городе. Спасибо вам большое. Да, и прямо сейчас мы передаем слово нашим коллегам из новостного блока. Оставайтесь с нами. Всем отличного настроения. Вы смотрите новости. Доброе утро. В Якутии процесс газификации идет рекордными темпами. В республике газифицировано 104 поселения. Эксплуатируется 7600 километров сетей. В прошлом году бесплатно построено 3387 газопроводов, вводов до границ земельных участков и газифицировано 2877 домовладений. Это абсолютный рекорд за всю 55-летнюю историю газификации. В текущем году обороты не снижаем. Об этом на заседании Совета по вопросам газификации субъектов России при Совете Федерации сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков. Служба спасения республики выставит посты на автодороге Колыма для обеспечения безопасности в период проведения Сыхаланхо-2023. Они будут находиться на наиболее аварийных участках. Так, от Нижнего Бестяха до переправы через реку Алдан обеспечивать безопасность будет филиал Татинского поисково-спасательного отряда, дислокации в селе Чурапча. На втором участке до поселка Хандага, до участка Кюбеме также будет дежурить Татинский поисково-спасательный отряд с временной дислокацией на участке Развилка. От Кюбеме до села Тамтор обеспечивать безопасность оперативная служба службы спасения Якутии с дислокацией в Тамторе. Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов ввели на время проведения Сыхаланхо в республике. Запрет будет действовать для всех операторов БПЛА, кроме имеющих специальное разрешение муниципального района, говорится в сообщении. Оперштаб попросил с пониманием отнестись к принятым мерам. Напомним, в этом году республиканский СЭХ пройдет в Имиконском районе 1-2 июля на территории этнокультурного комплекса Кюмюс-Кюре.
В Мирнинском районе стартовал второй этап зарыбления. Экологи Алроса и Чернышевский рыбзавод выпустили в приток Вилюя почти 4 миллиона личинок пеледи. В планах на осень выпустить мальков сибирского осетра. С 2019 года компания увеличила финансирование от 3 миллионов до 10 миллионов. Сейчас ежегодно выделяется 10 миллионов рублей. Компания не ограничивается мероприятиями только по выпуску различных пород рыб, для того, чтобы у нас была возможность расширять географию выпуска, расширять перечень рек и озер, куда мы можем выпускать. Мы проводим научно-исследовательские работы. Также, кроме того, у нас идет финансирование модернизации, строительства определенных цехов завода. Так, в прошлом году мы финансировали строительство садковой линии для выращивания чира. А в этом году у нас было финансирование строительства осетрового цеха. Качество и безопасность фруктов и ягод на прилавках магазинов сегодня под тщательным контролем сотрудников Россельхознадзора. Инспекторы исследуют продукцию привозную и местных производителей. Заметно возросло и выращивание внутри республики, а также увеличение объемов поступления фруктов и овощей из Казахстана. Так, в прошлом году поступило около 3,5 тысяч тонн репчатого лука и 22 тонны арбузов. В этом году первая партия арбузов прибыла из Республики Киргизии, которая составила около 22 тонн. В республику фрукты и овощи завозятся из других субъектов Российской Федерации, а также по железной дороге напрямую из Казахстана и Кыргызстана. Ягоды, такие как клубника и малина, в основном поступают из Приморского края, а также предприниматели нашей республики за последние годы начали активно заниматься выращиванием и реализацией внутри республики. Наблюдается заметное увеличение объемов поступления арбузов, дынь, репчатого лука напрямую из Казахстана. Отобранные образцы проб направлены в лабораторию ФГБУ Иркутская межобластная лаборатория. По заключениям экспертизы карантинные объекты не выявлены, и продукция выпущена в свободную реализацию по республике. Ну и как мы и обещали, сейчас мы разыграем для вас 2 билета на киносеанс в кинотеатр «Центральный». Итак, внимание, вопрос. Какой советский фильм первым получил «Оскара» как иностранный лучший фильм? Ждем ваши ответы на наш телеграм-канал «Утро Якутии». Итоги мы подведем в конце эфира, поэтому оставайтесь с нами, настраивайтесь на новый день, соответственно, выигрывайте поход в кинотеатр. Еще раз напомню вопрос, какой советский фильм получил «Оскара» как лучший фильм на иностранном языке? Напомню, что ответы мы ждем на нашем телеграм-канале «Утро Якутии». И, кстати говоря, просмотр кинокартины может стать для вас самым настоящим событием и запомниться надолго. И в продолжении часа другие важные даты и события прямо сейчас. 29 июня – День партизан и подпольщиков России, День кораблестроителя в России и Международный день тропиков. Это один из праздников ООН. По народному календарю собранные 29 июня цветы не принесут счастья, а вот лекарственные травы будут обладать особой силой. Хорошие сны, приснившиеся в эту ночь, могут стать явью. 29 июня 1613 года в Лондоне сгорел театр «Глобус». В этот же день в 1855 году в Лондоне вышел в свет первый номер газеты Daily Telegraph. 29 июня 1941 года началась битва за Заполярье во время Великой Отечественной войны. Боевые действия шли на территории Мурманской области, Северной Карелии и Пицама, на Баренцевом, Белом и Карском морях. 29 июня 1957 года Пленум ЦК КПСС принял постановление об антипартийной группе Маленкова, Молотова, Кагановича и примкнувшего к ним Шипилова. Они выступали против резкого разоблачения культа личности Сталина и его трагических последствий для страны и против хрущевской авантюрной экономической политики. 29 июня 1849 года родился Сергей Витте, российский государственный деятель, граф. В 1900 году в этот день родился Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и летчик. 29 июня 1957 года родился Гурбангулы Бердымухамедов, туркменский государственный деятель и политик, президент этой страны.
29 июня 1964 года родился Сосо Павлиашвили, российский и грузинский эстрадный певец, актер и композитор. Именины в этот день празднуют Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Петр, Тихон и Феофан. Новые водные виды спорта становятся все более популярными. Ну, например, появляются разновидности классического серфинга. Сапсерфинг – увлекательный и относительно новый вид спорта, и Влада Слепцова испытала сапсерф на себе. Об этом в продолжении эфира. Сапсерфинг – это разновидность классического серфинга. Оно является водным видом спорта и отличается от классического серфинга тем, что нужно грести веслом. Для того, чтобы встать на доску, нужно соблюдать баланс и задействовать практически все группы мышц своего тела. Кроме того, сапсерфинг – это отличный способ исследовать реку, так как доску можно взять с собой в любое путешествие. Люди не знают, что это такое, а в других городах это очень популярное. Так что мы начали развиваться в прошлом году, и люди начали подхватывать это. На одну сап-доску не должно превышать 100 кило. Обязательно спасательный жилет, страховочный лишь на ногу, чтобы сап далеко не уплыл и чтобы на него легко можно было забраться. Если человек хочет проинструктироваться, мы проводим небольшой инструктаж. Некоторые люди просто берут и сами. Сапсерфинг отличается от классического серфинга тем, что на доске нужно кататься стоя и грести веслом. Сап привязывается к ноге, поэтому при падении невозможно уплыть от доски. Также с легкостью можно самостоятельно залезть на нее обратно. Людям это очень интересно, потому что в наши жаркие дни на прохладной водичке мальчишник, гендерную вечеринку организовали. Очень хорошо, люди интересуются. Много, даже пожилые пенсионного возраста люди, студенты. Со второго, с третьего раза нормально, уверенно стоять на сап-доске. Уже они не боятся воды, не боятся упасть, подняться на сап. Они берут на 2-3 часа и уплывают. Сап, он из ПВХ материала сделан. И внутри сап удерживает волокна. Из-за этого он как доска. И жесткая. Майя Ермолаева пришла на пляж со своими детьми и внуком. По ее словам, сапсерфинг в нашем городе имеет большие перспективы, ведь водным спортом интересуются люди абсолютно разных возрастов. Я случайно буквально узнала, что есть такой замечательный вид отдыха, прогулки на сапе. Буквально скажу, что с первого раза даже может получиться, и любой желающий может попробовать этот вид отдыха. Есть очень хороший инструктаж, как нужно вести себя, как не нужно терять весло, как садиться. Поэтому всем советую этот вид отдыха. Сапсерфинг – отличный вариант провести отдых в компании семьи и друзей. Этот вид спорта легко дается новичкам. Практически с первого раза можно изучить основы сапсерфинга. А профессиональные сапсерферы работают на дистанцию и участвуют в соревнованиях разных уровней. В Якутске сапсерфинг считается эксклюзивным видом спорта. Он приносит кучу эмоций и удовольствия каждому. Доброе утро, Якутия! Влада Слепцова, Семен Афанасьев, Якутск. Мы продолжаем знакомить вас с детьми, которым нужна семья. И сегодня хотим познакомить вас с 8-летним Виталием. Добрый, искренний и позитивный мальчик нуждается в любви и заботе, которые он, надеемся, обретет в семье. Знакомьтесь, Виталий. Ему 8 лет. Я люблю рисовать, лепить. А в школе у тебя какие любимые предметы? Русский, литературное чтение, окружающий мир и технологии. Виталий старательный и усидчивый мальчик. У нас Виталий обходительный, легко выходит на общение с ребятами, старается учиться. Кроватку сам заправляет, на диалог хорошо выходит, любознательный, помогает в уборке. Ходит он на кружок у нас, лепить любит очень хорошо. Лепка – любимое занятие Виталия. Он сам придумывает то, что будет лепить,
делая это с удовольствием и большой фантазией. Виталий добрый, открытый и любознательный мальчик. Он легко общается с людьми, проявляя живой интерес ко всему происходящему. Виталий стремится достичь поставленной цели. Нравится Виталию занятия в компьютерном классе, где он может также играть в любимые игры. Виталий общительный и позитивный ребенок. У него много друзей. А больше всего мальчику нужна дружная семья, любящие и заботливые приемные родители. Безусловно, каждый человек обладает уникальными способностями с самого рождения. И если родители будут внимательными к своему ребенку, они сумеют их разглядеть и помочь сориентироваться ребенку в дальнейшем в выборе пути. Но также есть дети, которые обладают нестандартными способностями и такими качествами, которые не вписываются в общепринятые понятия, и никакой IQ-тест здесь не поможет. 10 признаков того, что вы растите одаренного ребенка, об этом прямо сейчас. Опережающее развитие. Одаренные дети часто проходят все ключевые этапы развития быстрее, чем сверстники. К примеру, они начинают очень рано говорить, и их слова пополняются с огромной скоростью. Уже к 2 годам, а то и раньше. Такие дети могут выражать довольно сложные мысли. Рано проявляющаяся способность различать повторяющиеся сценарии. Такой ребенок видит и фиксирует в своем сознании подробности, которые обычно проходят мимо других детей, наблюдает и запоминает ключевую для него информацию. Он может, к примеру, заметить, что автобус проезжает мимо дома в одно и то же время, или запомнить, сколько кубиков помещается в кузов игрушечного грузовика. Неукротимое любопытство. Одаренные дети не просто интересуются окружающим миром. Их любопытство по поводу того, как все устроено, просто ненасытно. Они обожают выяснять мельчайшие детали и испытывают терпение родителей, забрасывая их вопросами. Это может быть что угодно, от того, что ест каждый вид млекопитающих, существующих на планете, до того, как устроен тостер. Любимая тема, по которой они знают все. Одаренные дети часто выбирают себе какую-то область знаний или объект интереса и погружаются в нее с головой. К примеру, такой ребенок может сходу назвать латинское наименование любого динозавра или в мельчайших подробностях объяснить, как работает автомобильный мотор. Предпочитают общаться со взрослыми или с детьми постарше. Одаренным детям бывает сложно найти общий язык с ровесниками, у которых другие интересы и уровень способностей. Такие дети часто скучают в школе, когда программа обучения для них слишком легкая, и любят поговорить со взрослыми или со старшеклассниками. Способность фокусироваться и невероятная целеустремленность. Такие качества – отличительная особенность одаренных детей. Им хватает настойчивости и сосредоточенности, чтобы довести свою работу до победного конца. Они не будут отвлекаться ни на телевизор, ни на видеоигры, ни на общение в соцсетях. Словом, на все то, что отвлекает обычных детей. Лидерские качества. Благодаря своей рано наступившей интеллектуальной зрелости и природной способности к организации одаренные дети часто становятся лидерами среди сверстников. Они наиболее уверены в себе, могут контролировать свое поведение и часто предлагают наиболее эффективные способы решения проблем. Рано начинают читать. Одаренные дети часто очень рано, гораздо раньше сверстников, учатся читать. Среди них много запойных чтецов, готовых посвящать книгам все свое свободное время. Оригинальное мышление. Одаренный ребенок не только понимает больше остальных, но и способен предложить свой собственный нестандартный подход к проблеме. Юные гении всегда ищут новые пути решения задач и креативно смотрят на мир. Они несовершенные. Не стоит забывать, что даже сверходаренный ребенок все еще ребенок. Он может совершать ошибки, неправильно что-то воспринимать, плохо себя вести. В его развитии время от времени может происходить откат назад. Он может быть математическим гением, но ненавидеть спорт, или талантливым музыкантом, но не любить читать. Родителям важно помнить об этих слабых местах своего одаренного сына или дочери и ни в коем случае не давить на ребенка.
В Московской музыкально-хоровой студии «Анина» прошел отчетный выпускной концерт. Художественным руководителем коллектива является Петр Воронов. Для музыкального мира Якутии человек очень известный. Больше 10 лет Петр жил и работал в городе Нерюнгри и стоял у истоков создания знаменитой детской хоровой школы «Соловушка». Уже много лет он живет в Москве и продолжает заниматься любимым делом. Наша съемочная группа побывала в гостях у Петра. Об этом прямо сейчас. Все внимание, все самое главное, что глаз для меня. Последние наставления перед отчетным концертом, а дальше выход на сцену. Это выступление для части ребят выпускное. Они закончили обучение в хоровой студии «Анина». Многих из них с музыкой познакомил именно Петр Николаевич Воронов, художественный руководитель школы. Я занимаюсь музыкой уже 9 лет, и решила я заниматься музыкой, потому что однажды в мой детский сад пришел руководитель как раз-таки нашего хора и сказал, что у меня хорошо поставлен голос. Из-за этого я этим заинтересовалась и решила сюда прийти. Уже много лет этим коллективом руководит Петр Николаевич Воронов. Свою деятельность хормейстера он начинал в Нерюнгри. В конце 80-х вместе с семьей он прилетел в Якутию. Я родился на Урале, в Башкирии. Там температура такая же у нас, и минус 40. В школу не идем, а бегаем, там катаемся, играем. Это в порядке вещей. Так что для меня это неудивительно было. Самое главное, что одевайся потеплее. Мы вот сейчас честно скажу, что мы сейчас с женой, глядя на нашу жизнь, это самые лучшие годы это в Якутии. В Нерюнгри он собрал детский хор «Соловушка». Сегодня это один из самых знаменитых и титулованных коллективов не только в республике, но и в стране. Неоднократный лауреат престижных конкурсов. Кстати, якутский репертуар впервые у «Соловушки» тоже появился благодаря Петру Николаевичу. Времена года Николая Савельевича Берестова на стихи Тимофеева. Это очень удачное произведение. Оно, понимаете, оно вот всеми воспринимается. И жюри прекрасно вот слушаются, да? Сайгын, сайгын, та-да-та-да-ля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 -
Родным хор «Соловушка» стал и для дочерей Петра Николаевича. И тот коллектив, в котором я пела, а пела я в нем 10 лет, и мы объехали большое количество городов, стран, разных конкурсов. Запоминается, наверное, последний 98-й год, когда мы были вообще в Нерюнгри, и вот существовала «Соловушка» под руководством отца. Ездили мы в Германию, Франция, Испания. Вот. И там, конечно, были очень хорошие результаты. Мы, наверное, тогда не понимали, потому что нам не нужны были эти результаты. Нам просто было хорошо все вместе. И для меня вот коллектив в «Соловушке» — это прежде всего вторая семья. Петр Николаевич продолжает заниматься любимым делом – музыкой. И этой любовью он с удовольствием делится со всеми, кто рядом. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Пока взрослые продолжают трудиться в эту летнюю пору, дети имеют возможность наслаждаться отдыхом в летних загородных лагерях, где уже заканчивается первая смена. Учреждения уже стали готовиться к началу второй смены. И сегодня в нашей рубрике «Моя профессия» мы бы хотели поговорить о профессии вожатого воспитателя. Такая работа подойдет для молодежи, и если вы еще не решили, чем заняться этим летом, то сейчас самое время спросить вакансию в детских лагерях. Здравствуйте, меня зовут Алексей, и я работаю в детском лагере. Я работаю вожатым уже 6-й год. До этого я прошел переподготовку педагога, то есть умение работать с детским коллективом. Работать с детским коллективом – это очень трудоемкая работа, потому что мы работаем с детьми до 18 лет. А это значит, что от нас зависит, какие впечатления, какие эмоции останутся у ребенка после лагеря.
Перед сменой каждый вожатый планирует свой распорядок дня. И еще и с педагогическим составом они планируют план-сетку всего сезона. В сезоне у нас есть различные классные мероприятия, такие как «Мисс и Мистер», «Дэнс Баттл», «Шоу талантов», «Голос дети», спортивные состязания и интеллектуальные игры и так далее. Все эти мероприятия проводятся с учетом возрастных особенностей, ведь, как мы знаем, в лагерях бывают дети разных возрастов. Основная задача вожатого – это найти индивидуальный подход к каждому ребенку, ведь каждый ребенок у нас разные интересы. Ребенок переходит в лагерь, совершенно другую среду, где никого не знает, и поэтому наша задача делать из детей один единый коллектив, чтобы они были сплоченными, дружными и веселыми. Вожатый – это не профессия, вожатый – это призвание. Не каждый может работать с детьми. Вожатый должен быть талантливым, креативным, интересным, и он должен уметь организовать доступ детей. Выбор профессии – очень важный вопрос в нашей жизни. И молодое поколение сейчас как раз определяется с выбором этой самой профессии, которая в дальнейшем принесет им радость и успех. И как раз-таки 20 июня стартовала приемная кампания в СУЗах Якутии, на долю которых приходится большая половина – от 6 с лишним тысяч бюджетных мест. И сегодня у нас в гостях Иннокентий Оконешников, руководитель Департамента государственной политики в сфере науки, профессионального образования и целевой подготовки. Именно об этом мы сейчас поговорим. Доброе утро, Иннокентий. Доброе утро. Рада вас видеть сегодня здесь. Очень нужная, важная информация, думаю, у вас для нас подготовлена. Да, и хотелось бы узнать вообще, какие направления нынче такие наиболее популярные среди желающих учиться? Так, еще раз доброе утро. Ну, у нас, вы сказали про бюджетные места, да? У нас, если в прошлом году было 6422 места, то в этом году бюджетных мест стало на 300 с лишним больше, 6700 бюджетных мест. Из них там большая половина это принимаем ребят на базе 9 класса. Всего у нас 42 профессиональные образовательные организации по всей республике. И, из них вот 40 государственные. И, как обычно, как показывает практика, в прошлом году чуть меньше 20 тысяч всего заявлений поступило. И самые востребованные, вот именно не по направлению, а по расположению, это город Якутск, это медицина, педагогика, финансово-экономический колледж, IT-направление. Вот. Именно учреждения, которые расположены в городе Якутске, там был самый большой конкурс, где-то, знаем, что чтобы поступить в профессиональные образовательные организации, результаты ОГЭ и ЕГЭ не требуются, а поступают по среднему баллу аттестата. Да? И получается, что вот средний балл аттестата проходной был там 4,7, 4,8 вот в этой колледже. И конкурс на одно место составлял где-то в среднем где-то 10 человек на одно место. А вот при равном количестве баллов кому будет отдаваться предпочтение? При равном количестве баллов там смотрят на различные успехи по направлениям, там профессионалы и так далее, научно-практические конференции, плюс преимущество дается детям-сиротам, инвалидам и плюс детям участников СВО. Это при равенстве баллов. Так, хорошо. А какие документы нужны будут? Сориентируйте нас, пожалуйста, для поступления. Заявление, там аттестат, копия, удостоверяющая личность, это паспорт, либо свидетельство о рождении и фотография. А заявление как можно подать? Заявление можно подать очно. Сейчас везде открыты приемные комиссии, туда прийти, либо через сайт госуслуги. Туда надо авторизироваться и выбрать образовательную организацию, и выбрать направление и подать заявку через госуслуги. А какие новые учебные направления в этом году будут открыты? В этом году, со прошлого года у нас республика участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». И в этом направлении сильно модернизировались у нас два направления. Да, с прошлого года это сельскохозяйственный кластер мы создали. Это базовое учреждение Якутский сельскохозяйственный техникум и включает в себя Арктический колледж народов Севера, Намский техникум, Чуракчинский колледж, агротехнологический, Алекминский техникум.
там они, ну, не то что создали новые профессии и специальности, а актуализировали свои образовательные программы таким образом, что практики стало больше, срок сократился там на 4 месяца. То есть это все с целью, чтобы более качественно и более быстро готовить специалистов, которые нам нужны. А с этого года в городе Нерюнгри, вот Южно-Якутский технологический колледж, на базе которого горнодобывающий кластер, туда вошли у нас Ленский технологический техникум, Алданский политехнический техникум и горно-геологический техникум. Это в поселке Хандыга. И там тоже образовательные программы у нас, скажем так, обновленные, актуализированные. Но это по всей России так происходит. То есть промышленные профессии очень даже пользуются спросом? Да, промышленные профессии пользуются спросом. И я бы рекомендовал ребятам тоже трезво оценить свои силы. Да, и можно же подавать не только на одно направление, можно там 5 выбрать и не бояться поехать, например, Мирный, вот Хандугу, Алдан. Там у нас Нерюнгри, отличные условия. И рядом предприятия большие, и во время обучения ребята проходят практику, знакомятся с будущей профессией, и очень часто даже для них будут наставники, еще даже не закончив на старших курсах, уже трудоустраиваются очень хорошо. Иннокентий, хотелось бы как раз еще раз про направление поговорить. Все-таки наверняка есть у вас как-то некий рейтинг за последние годы, да, вот по востребованности. Ну, как вы уже сказали, это медицина, конечно же, IT-сфера очень сейчас популярная. А если подытожить, вот взять несколько каких-то вот лет, все-таки в какую сферу больше наша молодежь стремится попасть? Наша молодежь очень хочет стать, наверное, врачами. Это медицинское направление, IT-направление, педагогика. Вот. Все хотят лечить, учить. Получается так, но вот в последнее время вот технические специальности тоже набирают обороты. Ну и в целом вообще по России вот все больше молодежь, наверное, после именно 9 класса старается выбрать именно профессиональные образовательные организации, чтобы скорее стать независимым, получить профессию и начать свою трудовую деятельность. Но это тенденция не только в Якутии, это в целом по России такое мы наблюдаем. Да, ну молодцы, ребята, остается только порадоваться за нашу молодежь. Мы желаем им успехов и вам такого приятного летнего рабочего процесса. В этом спасибо, Иннокентий, что пришли сегодня к нам в студию. Информация была очень важной и полезной. Ну и в продолжении часа не менее важная информация от наших коллег из новостного отдела. Доброе утро, в эфире новости. Пособия безработным вырастут благодаря подсчету среднего дохода по-новому. Россияне, официально признанные безработными, смогут получать пособие в большем размере. А все потому, что средний заработок по последнему месту трудоустройства будут считать иначе, чем сейчас. Теперь в общих доходах гражданина учтут и периоды временной нетрудоспособности и прочие дни, когда у него не было дохода. Если в течение 3 месяцев, которые берутся для расчета, человек болел и потому не получал зарплату, расчетный период сдвинут на месяц. На отработавшем и 3 месяцев расчет сделают, исходя из зарплаты за 2, за 1 или за фактически отработанное время. Перечень получателей пособий в интересах детей участников СВО расширили в республике. Это беременная жена военнослужащего, проходящего службу в армии по призыву или призванного на военную службу по мобилизации. Срок беременности должен составлять не менее 180 дней. И мама или опекун ребенка военнослужащего, либо родственник, который фактически ухаживает за ребенком, например, бабушка или дедушка ребенка. Пособие начисляется со дня рождения ребенка до достижения им 3 лет за период военной службы отца. При этом получить пособие можно на каждого ребенка в семье. Роспотребнадзор объявил о результатах исследований проб воды и песка с пляжей 3 населенных пунктов республики. На сегодня заключение в соответствии с санитарно-эпидемиологическим требованиям получил только пляж на озере в Мегино-Кангаласском районе. В прошлом году на этот период официальное разрешение к открытию получили и пляжи в Якутске и Вилюйске. Как отметили в службе технического обеспечения Якутска, открытие пляжа на 202-м микрорайоне запланировано на 29 и 30 июня. В этот период ожидается положительное заключение Роспотребнадзора и официальное разрешение на открытие от ГИМС.
В историческом парке «Россия. Моя история» 30 июня состоится открытие выставки, посвященной специальной военной операции и участию якутян в освобождении Новороссии от нацизма. Героями выставки станут военнослужащие, их семьи, волонтеры, люди, которым не безразлично будущее России. Выставка будет проходить в течение 2 месяцев и представит уникальные экспонаты, рассказывающие о событиях, происходящих на Украине с 2014 года, которые послужили причиной начала специальной военной операции. Мультимедийная экспозиция разделится на 3 тематические части: «Украина в огне», «Якутяне в СВО» и «Вклад Якутии в дело победы». Книгу о становлении журналистики в республике представили в Якутске. Всего издали 100 экземпляров книги о становлении якутской журналистики и людях, сыгравших не последнюю роль в истории печатной прессы. Книга написана на якутском языке, издана в твердом переплете и состоит из 56 листов. Материалы для будущей книги собирались с 2020 года со страниц газеты «Саха-Сире». Свои воспоминания и статьи отправляли журналисты из районных изданий. Победителю игр ДГИНа вручили заслуженный приз. Вячеслав Дьяконов на праздновании национального праздника Исых-Туймады в течение 2 дней состязался с 11 лучшими спортсменами республики по национальному многоборью и стал сильнейшим. Вячеслав – сын 6-кратного чемпиона игр ДГИНа Николая Дьяконова. Спортсмен объявил, что шел к этой победе 6 лет и после полученного результата намерен больше не выступать в этом виде состязаний. Однако спортивную карьеру продолжит. Это желание нашего коллектива организации ООО «Прогресс» поддержать спорт якутский, якутскую культуру. Ну и, конечно же, надо поддержать молодых спортсменов, молодых людей, нашу молодежь, привлечь к здоровому образу жизни. Известные российские художники, участники международных арт-фестивалей Рустам Кубик и Илья Федотов создадут муралы в поселках республики. Такое решение приняли по итогам отборочного конкурса для участия в ежегодном фестивале современного искусства «Лето Якутии». Художник-муралист из Казани Рустам Кубик нарисует мурал в поселке Максоголох. Ему предстоит разрисовать фасад 5-этажного жилого дома по улице Соколиная, 8. Илья Федотов, художник из Нижнего Тагила, украсит своим творчеством фасад 3-этажного жилого дома по адресу Ленинская, 15 в поселке Тикси. На этом у нас все. Хорошего дня. Развлечь детей и отдохнуть самим – задачка со звездочкой. Спасает ситуацию поход в кино. Вообще отдых с детьми – это отличный повод для того, чтобы посмотреть сказочный спектакль или мультфильм на большом экране. И тогда можно забыть про то, что вы взрослые и серьезные. Плачьте и смейтесь вместе с нами. Я давно понял, что на катке знакомиться проще всего. О! Смотрите в кинотеатре «Центральный» с 29 июня. Простите, это я виноват. Любви все роботы покорны в новой комедии о механических двойниках людей. Чарльз, Ловелас, Элейн – охотница за деньгами состоятельных мужчин. Чтобы эффективнее достигать своих целей, они незаконным путем покупают себе роботов-двойников, которые делают за них всю предварительную работу по соблазнению клиентов. Однажды их пути пересекаются. Когда каждый должен получить свое, отлаженная система дает сбой. Их копии влюбляются друг в друга и решают сбежать. Чтобы не оказаться за решеткой, Элейн и Чарльз придется объединиться и отправиться в погоню за своими двойниками-роботами. Горячая штучка. Спаси меня! Почему мы делаем их работу? Достало! Шейлин Вудли, Джек Уайтхолл. Неидеальные роботы. В кино с 29 июня. Алло? Для любителей ужасов стартует сразу 2 хоррора. «Восставшая из ада» повествует о том, как после самоубийства матери Элли возвращается в родной дом. Девушка разбирает вещи и мучается чувством вины, что бросила мать и не общалась с ней, и начинает явственно ощущать присутствие покойной. Когда она получает предложение поработать несколько дней сиделкой у парализованной женщины, то с радостью хватается за возможность уехать из дома. Элли прибывает на место и приступает к работе, даже не подозревая, что ее подчиненная одержима демоном.
Восставшая из ада. В кино с 20... Молодая вдова устраивается горничной в старый мрачный особняк. Желая вновь увидеть своего покойного мужа, она проводит опасный обряд и приоткрывает дверь в мир духов. На воле оказываются проклятые призраки предыдущих горничных, жестоко замученных хозяином дома. Также с этого дня смотрите экранизацию китайской легенды о девушке-воительнице «Мулан. Рождение легенды». Когда на родную страну нападают беспощадные враги, юная Мулан надевает мужские доспехи и вместо своего престарелого отца вступает в ряды армии. Юной красавице предстоят захватывающие приключения. Но сумеет ли она сохранить тайну и защитить свой народ от истребления? Меня зовут Джек Мимо. Я много путешествую и принимаю экстремальные вызовы. Предлагаем вам отправиться за приключениями по джунглям в духе фильмов «Индиана Джонс» и «Джуманджи». Стоп, парни. Змеюка в отрубе. Вкололи слишком много морфина. Выжив в одиночку на враждебном острове Вальверде, Джек Мимун после возвращения домой стал звездой телеэфира. В сопровождении своего амбициозного, но безрассудного менеджера Бруно, таинственной девушки Орели и непредсказуемого, обвешанного оружием наемника Жан-Марка, наши искатели приключений отправятся на невероятную охоту за сокровищами в опасных джунглях. Уехал из дома и скрылся без следа. Я знаю, что такое боль. Аппендицит. Я прошел через ад. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Круиз по джунглям. Тайна Вальверде. В кино с 29 июня. И прямо сейчас отличная утренняя новость. Мы подвели итоги розыгрыша и готовы объявить победителя. Победителем стал Сергей, который правильно ответил на вопрос, какой советский фильм получил первым Оскара в номинации как лучший фильм на иностранном языке. Правильный ответ – «Война и мир». Ответов было много, вариантов, точнее, ответов. Это и фильм «Москва слезам не верит», «Утомленные солнцем», «Летят журавли». Все эти картины не менее замечательные, но первым, кто получил Оскара, это стала именно картина Сергея Бондарчука «Война и мир». Сергей, мы все поздравляем вас с этой победой. После эфира наши коллеги свяжутся с вами и сориентируют вас, где получить билетики и как потом прийти и насладиться киносеансом. Завтра мы также проведем розыгрыш, поэтому не пропустите, присоединяйтесь к нам утром. Также какой-то интересный вопрос, да, подпишитесь на наш телеграм-канал для того, чтобы быть в курсе и иметь возможность отправлять свои варианты ответов и иметь возможность выиграть поход в кино. Ну и в продолжение мы бы хотели вновь напомнить вам о том, какая погода сегодня за окном в Якутии. Итак, по данным Гидрометцентра, в 6 часов утра в центральных районах Якутии температура воздуха была зафиксирована на отметке 21-23 градусов со знаком плюс. В заречной группе температура воздуха в 6 утра составила 19-20 градусов выше 0. В южных районах 17-19 тепла, в Вилюйской группе 18-22 градуса тепла, в Нижнеленских районах плюс 20, плюс 23, в западных районах 13-19. В Колымо-Индигирской группе улусов температура воздуха в 6 утра составила 15-27 градусов выше 0, в Янских районах 18-22 со знаком плюс, на северо-западе 5-11 градусов. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была зафиксирована на отметке 23 градуса выше 0, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер южный 1 метр в секунду. И сегодня днем небольшой кратковременный дождь, возможно, сегодня будет гроза, ветер будет юго-восточный, дуть от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха составит 32 градуса выше 0, поэтому рекомендуем сегодня выйти из дома с зонтиком.
Уверена, что вы зарядились хорошей порцией энергии и позитива сегодня вместе с нами в программе «Утро Якутии». Получили много полезной и нужной информации, например, о том, как справиться с жаркой погодой, как подружиться с этой погодой в эту знойную пору. Также мы с вами узнали о новых киноновинках, где вы сможете прекрасно провести время со своими детьми. Ну, а мы напоминаем, что завтра в это же время мы рады будем видеть вас на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Всем отличного настроения, бодрого дня, хорошего самочувствия. Оставайтесь с нами и до завтра.